как дела, how are you doing, вот это вот все. Я координатор свадеб, вот так вот, типа, в лоб. Саян Каспитин. Ты больше всего зарабатываешь? За это вообще получать копейки, реально. Это там вообще денег нет, честно. Поэтому я не считаю себя блогером. Человек-оркестр. Именно вот многозадачность, мне кажется, хорошо получается у женщин. Поэтому у мужчин лучше всего получается быть поваром. А ты вообще не нервничаешь, да? Вот. Конечно, за себя постоять могу. Резко так нервничаешь. А что тебя бесит в этой работе? Бесит-то. Или кто бесит? Где-то через месяц я уже работала на съемках короткометражного фильма. Фу! И половина этой фотозоны вот так упала, короче. Вообще вот так наполовину. С вами была Саина. Всем привет, это подкаст Амары Стоп, и сегодня мы записываем подкаст с топовым организатором мероприятий Саиной Новиковой. Всем привет! Саина, привет! Привет! Поздравляю тебя с прошедшим днем рождения, вчера было, да? Спасибо, да, вчера. Как отметили? О, вообще круто, супер. Других слов у меня нету. В прошлом году я снимал твой день рождения, было так элегантно все. Да, кстати, да. А в этом году как? В этом году я решила немножко поспокойнее, потому что в прошлом году у меня был тамада, фотограф, видеограф, кейтеринг, все вот в стиле организатора. И это было 29 лет. И почему-то, в прошлом году у меня было такое настроение, типа вот отметить, почему я организовываю другим людям праздники, а себе не могу. День темага. И вот в прошлом году у меня такая была бешеная энергия, а в этом году мне исполнилось 30 лет, и 30 лет — это такой возраст как будто осознанности, взросления, вот начинается какой-то новый этап, поэтому мне хотелось как-то более гармонично, спокойно, поэтому я просто сняла вебку с караоке, позвала самых близких друзей, и вот мы сами посидели без всяких игр, там, фотографов и всякое разное. В общем, как-то так по-домашнему сидели. Мне было очень хорошо. Также было в прошлом году организовано тобой день рождения Максима Гоголева. И как все это организовывалось, вот это все? Было очень круто так вообще. А ты тоже там снимал Батадер? Да. Я сама тебя написала, да? Да. Я уже все это чуть-чуть забыла. Максим Гоголев — это муж Даши Тади, Бронислава Мей. Получается, она мне написала за неделю, что ли. В общем, обратилась ко мне. Мы организовали этот праздник вообще очень быстро. Тоже вот они уже нашли место, вот Кимденты, с бассейном. Уайтерхаус, Они уже забронировали этот зал, и им нужно было найти подрядчиков. Получается, фотографа, видеографа, вот эти вот всех. Еду, мы с Дашей очень хорошо сработались, потому что она тоже такой легкий, позитивный человек, и мы сразу нашли с ней общий язык, и типа так, раз, ты это делаешь, и, типа я это нашла, и так все легко произошло, да. Потом они вот в конце праздника, благодарили, радовались, и мне было очень приятно. Круто. А как ты пришла к тому, чтобы открыть свое агентство? И ты же не начинала сначала не свадеб, да? Получается, у меня есть образование, я училась на режиссера праздников, то есть это все равно моя стихия. После школы я поступила в колледж на организатора культурно-досуговых программ. Получается, у нас там все равно были часы режиссуры, актерского мастерства, сценической речи, вот это вот все было. Колледж культуры и искусства. Колледж культуры и искусства, там вообще самые крутые мастера в Якутии. 3,5 года я там обучилась. После этого я поступила в АГИКИ, Арктический государственный институт культуры и искусства. Там тоже был мой мастер Галина Ивановна Карасева, она вообще топовый режиссер в Якутии. Да, это мой мастер. И я у нее очень многому обучилась, и я все равно хотела связать свою жизнь именно с творчеством, с режиссурой, и все равно я, во время учебы, получается, много где работала. «Дети Азии» в 2012 году, всякие большие концерты эстрадные. Я там, получается, работала помощником режиссера или там ассистентом режиссера, на побегушках по Лабоде, и все равно набиралась опыта.
А когда закончила АГИКИ, уже начали поступать заказы. Ну, то есть там началось с мелких таких мероприятий, типа там концерт, да, какой-нибудь организовать, там юбилей какого-нибудь детского сада. И так пошло-поехало. Получается, моей самой большой работой был этот концерт Гали Виноград. Ага, это было в 2019 году. Получается, там была вообще молодой, безопытной, да, и получается, это мне предложила моя подруга, хореограф Сардана Лукина. Ага, она тогда вот с ней тесно работала, с Галей, и она мне предложила, типа, давай ты попробуешь, у тебя же есть образование, что ты боишься? Я, конечно, сначала очень паниковала, типа, нет, и не сольный концерт, типа, в театре оперы и балета еще. Я помню, очень паниковала. А потом она в меня вселила уверенность, типа, давай ты сможешь. Сардана, да? Сардана, да, моя Сардана, это моя лучшая подруга. Затем мы вот вместе в тандеме, получается, сделали огромный сольный концерт. Было 2 концерта подряд, полный солд-аут, то есть полный зал. В театре, по-моему, где-то 600-700, что ли, посадочных. Да, ну, просто Галя сама крутой артист, да, ее очень много кто слушает, и, ну, как бы это было легко, так скажем. Ага. Ну, вот. Прошло все хорошо, да? Да, прошло все хорошо, да, ну, довольны все были. До сих пор вот фото-видео вспоминаем, смотрим, репостим. Вот. Да. И, ну вот, да, оттуда и все началось, мне кажется. А вот именно ты про свадебную спрашиваешь, ты? Это все равно режиссура праздников, это все равно подразумевается, ну, свадьба — это праздник, да, мы все равно, у нас были часы, пары, народные праздники Денхэп, и там, получается, мы изучали все вот календарные праздники, там народные праздники, и вот как свадьбы проходят в разных народах, да, вот это вот все очень интересно было, и все равно у меня, ну, в голове закладывалась мысль, то, что, ну, свадьба — это, ну, интересное же направление, да, именно вот в индустрии праздников, ивента. И, получается, вот в 2021 году у меня подружка вышла замуж, и она вот перед месяцем, где-то перед свадьбой, она мне сама написала, говорит: Саина, короче, мне нужна помощь. Ага. Типа, я не успеваю, и у тебя есть опыт все равно в организации праздников, пожалуйста, помоги. Вот. Я ей начала помогать, координировать все это, и вот в день свадьбы я, получается, была и подружкой невесты, и координатором свадьбы, короче. Человек-оркестр. Вот. И мне очень понравилось в этот день работать, тем более моя подруга Блерки Химбалади. И поэтому вот все прошло так непринужденно, прикольно, и мне это очень понравилось. И после этой свадьбы я, получается, там, ну, сделала несколько фото и просто выложила пост, получается, типа, я координатор свадеб, вот так вот, типа, в лоб, Саян Каспитум Хэп. И потом посмотрела, и там очень много самолетиков было, репостуларде. Ага, там где-то там 60-70 самолетиков было, я так удивилась. Это все мои подписчики, мои друзья меня так поддержали, все начали рассказывать друг другу, обо мне узнали. И в этот же первый сезон, получается, мой уже там 6-7 свадеб, что ли, было. Это вообще, ну, круто. Тогда это было круто, да. Это вот в 22-м году, получается. Вот 22-й год, 23-й, 24-й, в этом году у меня 3-й сезон. Ну, во второй сезон ты вообще там хорошо так ворвалась. Вообще свадеб много же уже было. Да, второй сезон тоже много было, ага. Ну вот, вообще меня удивляет вот сила соцсетей, да, очень, оказывается, люди все равно изучают, слушают, узнают. Сейчас, информационный век Паллади, быстро так находят тебя, номер находят, и это, ну, нанимают Паллади, ну, очень круто. Я очень рада, что я живу в таком времени. Название Саин, оно очень хорошо подобрано, это связано вот с летом и еще с твоим именем, да? Или как ты это подобрала?
Да, на самом деле это очень просто. У меня якутское имя. Не Саина, а Саюна. То есть и краткое, и два «ы». Да? Да. Я думал, у тебя Саина. Нет, Саина. Это по паспорту. Просто я сама писала вот Саина, потом вот когда повзрослела, начала писать Саюна. Типа, это же вообще отдельное имя, Саина и Саюна. Вот. И получается, я родилась летом, вот вчера родилась летом, поэтому меня родители назвали Саюна, вот переносящее лето, да. И я назвала так, потому что, сезон же свадебный летом, да, как бы Саен, и мое имя, и плюс Саен — это от якутского развития, развивайся, вот. Поэтому мне вот хотелось так назвать свое агентство. Да, 3 значения, да, как будто. И не только свадьбы, конечно, у меня очень много мероприятий, вот, зимой, весной все равно другие мероприятия есть. Название классное, конечно. Да, классно, оказывается, да. У меня так прям резко так прям, калер будто навязчивая идея. И я так прям там, когда просыпалась об этом думала, когда засыпала об этом думаю, все точно называется Саин. Вот. Кажется, прижилось. А сколько человек у тебя в команде? Это все твои близкие, как я полагаю? Я вот смотрю, там с тобой близкие твои постоянно работают. Или люди извне тоже есть? Вначале, да, конечно, я начала работать с близкими людьми, которых я знаю в Ладе. Но в начале работы я работала с подругой, ее зовут Саяна. Она со мной проработала 2 года, потом ушла уже на другую должность. А сейчас нас 5. У меня 4 очень классных ребят, все молодые. Получается, 3 из них учились в АГИКи, то есть у них уже есть образование. Поэтому они уже, с полуслова понимаем, все учились у одного мастера. И в этом году к нам пришла одна девочка, очень классная, мы с ней познакомились на курсах 2-го режиссера в кино, Олбыгар, да. Вот, мы с ней там познакомились, нашли общий язык, и, получается, она мне написала: Саина, возьми меня на работу. Все очень просто. Я сказала: окей, приходи, залетай, короче. Вот, все очень просто, и вот нас стало 5. Пока так. Я еще планирую расширяться, конечно. Я хочу, чтобы нас было много, чтобы у нас был такой бренд. А вот сколько мероприятий вы можете взять в один день? В один день? Мы пока практиковали 2 свадьбы. 2 свадьбы. Да, мне кажется, 3 свадьбы — это уже too much. Это уже как-то... Это как надо распыляться, да? Мы пока так не делали, 2 свадьбы — это пока максимум. А вот когда ты работала со своими близкими, вы ссорились между собой? Нет. Вообще не ссорились? Вообще нет. Да? Я такого не помню. Так... Чисто там по работе, может, были какие-то замечания, но это вообще не переходило в ссоры. Нормально всегда воспринимали, да? Сама не очень конфликтный человек, там, я не могу на кого-то там наорать, злиться, во мне нет такого. Это, наверное, и хорошо, и плохо, но это так. А ты вообще не нервничаешь, да? Вот не повышаешь голос там ни на кого? Именно во время работы, да? Да. Нет, повышения тона не было на своих работников, а именно вот нервничание, да, вот как, конечно, были внутри. Внутри держишь, да? Да, внутри держу аж до блеска глаз. Но это, конечно, есть, мы же все люди, тоже обычный человек, и просто бывают такие форс-мажоры, да, там кто-то опаздывает, там торт опаздывает, или там кто-то не пришел, артист отказал в этот день, там. Очень много ситуаций же бывает, и, конечно, там резко так нервничаешь, потом такая дышишь и успокаиваешься. У нас же такая работа, мы всегда работаем за кулисами, получается. Вот молодожены, они должны отдыхать, они вообще ни о чем не должны знать. Это их праздник, мы их вообще не должны трогать, поэтому вот это вот все нервничание, вот где-то здесь граница заканчивается мной. Я это со своими ребятами обговариваю, типа мы придумываем план Б, В, и это все решается на месте. Но проблемы мы решаем на месте, это я умею. Да. А как ты справляешься? Ты в жизни тоже такая, ни с кем не конфликтуешь, так, и
В жизни почему? Да? В жизни можешь, да? Могу, да. Ну, не прям так могу, да, редко могу. Повысить голос можешь, да? Да, если есть за что, то, конечно, за себя постоять могу, да. А как ты справляешься с нервами? Типа какие методы, да? Ну, вообще, вот, когда нервничаешь, как ты справляешься? Да, как я справляюсь. Во время свадьбы, например. Во время свадьбы? Прям такое было, да. Ну, я могу просто чуть-чуть на время уйти в себя, там, выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Свежий воздух никогда не помешает, чтобы мозги думали еще лучше, да? Так, и еще, ну, думаю о чем-нибудь хорошем. Типа, если это получится, значит, там, они будут довольны или там что-нибудь такое. Да, успокаиваю себя. Как же хорошо, да? Да, самоуспокоение. Когда мы работаем с тобой, я всегда попадаю с джудуитом, да? Почему так происходит? Даже вот сегодня в один день вы должны записываться. Блин, реально? Почему так, Диктана? Прям всегда, что ли? Ну, чаще всего, да? Да. Но мы с Микой очень много раз работали. Я не знаю даже. Ну, получается, может, у меня есть люди, с которыми я быстро нахожу общий язык, и я работаю с людьми, с которыми мне приятно работать. И, ну, вы из этого числа, получается. А почему именно вы вдвоем попадаетесь, я не знаю. Но иногда вот, ну, молодожены сами выбирают. Ну, типа у нас фотограф там джудует. Такая, окей, там. И нахожу. Ну, вы же всегда заняты, типа, я же у вас спрашиваю даты. То они заняты, то они что-то там. И вот как-то так попадается, вы всегда вот вдвоем. Ну, у вас же хороший тандем, да. Я смотрел, вот еще, ты часто работаешь с одними специалистами, например, Diamonds, вон Кудри тут снимает, и он с тобой часто работает, Авдюшева, Пермяков, джудует и так далее. Тебе важно работать с теми людьми, которым ты знакомый, доверяешь, да? Или, как новым попасть в твое доверие? Во-первых, да, ты правильно подметил, с людьми, которым я доверяю. Да, ну, я работаю с людьми, с которыми мне приятно и удобно работать, да, получается. Во-вторых, мне нравится их стиль работы. Наверное, от этого тоже зависит, потому что я не могу посоветовать человеку, у которого мне не нравится его работа, да, например. У меня тоже эстетичный взгляд, мне нравится вот смотреть глазами и как бы, если мне нравится вот именно там, стиль монтирования или там ретушь фото, я вот советую этого человека, потому что я бы хотела, чтобы они работали на моей свадьбе. Вот я так думаю. Чисто были с позиции невесты хоррор толкуют, и это очень помогает. А вот на новых Ну, на новых, да, надо выходить, я это не отрицаю, но как сказать, это же все впереди. У меня только 3-й год работы, и мне кажется, все впереди, я еще буду знакомиться. Я и так уже знакомлюсь, в этом году новые люди тоже есть, с которыми я не работала, и вот, все впереди. Хорошо. А с кем ты не работаешь? С какими специалистами тебе сложно работать? С какими я не работаю? Конечно, каждый специалист скажет, что он не работает с неответственными людьми, да, которые вот подводят в последний момент, думают о себе, там, подводят не только меня, но и молодоженов. И, я с такими людьми не работаю просто. А тебе важно быть с заказчиком на одной волне? Конечно. Это первостепенные, мне кажется, да. Но для чего делаются вот первые встречи, да, когда мы отдельно видимся? Это же все, чтобы прочувствовать человека. Мы все равно организаторы, как психологи, все равно человека вот считываешь, да. Я постоянно какие-то вопросы задаю, вообще не по теме, например. Там, как вы познакомились, как так было, где были, где путешествовали, даже могу так спрашивать у своих молодоженов. И, мне важно выстроить картинку о человеке. И когда я выстраиваю картинку, мне уже становится понятно, как с ним работать, например. Кто подойдет, какой специалист к ним подойдет, не подойдет, например. Какое оформление им понравится, да, например. И
Ну, это важно, конечно, да, прочувствовать человека. Какие были форс-мажорные ситуации и как с ними справлялась? Так, во время свадьбы, да? Угу. Или во время организации других мероприятий? Да, было. Вот в прошлом году мы работали в банкетном зале «Берген», и, получается, свадьба была в августе. А в августе, как мы знаем, очень дождливые дни. И вот в один день был очень сильный ливень. Лило, там чуть ли не шатер насквозь. И отключили вот эти вот уличные фонари, а у нас должен был быть свадебный танец на улице с фонарями. Невеста так хотела. Сказали, нет, дождь падает, мы не будем включать ничего. А я ей не говорю, это все через меня проходит. Я молчу, смотрю, там, надеюсь, до вечера высушится. Так надеялась, смотрела, потом бац, где-то на втором столе уходит свет. Вообще, по всему городу. В этот день, да, по всему городу, оказывается, ушел свет. Было. И не только у нас, оказывается, по всему городу. Я подумала, что делать, паника. Там мы сразу вот, тамадана, однясь типа, давай, разруливай ситуацию. А мы побежали сразу там искать генератор или что-нибудь, да, как-то решать эту проблему. И мы побежали, и там у них очень классные управляющие, кстати, в Бергене, Инесса Эдуардовна. Я обожаю с ней работать, вообще очень крутая женщина. Вот, она сразу меня увидела и такая говорит, у нас есть генератор, спокойно. Я такая, хорошо. И они сразу его вытащили, что-то там быстро подключили, и свет подключился, микрофон появился, и такая, это все было где-то в течение 5 минут. Да, 5 минут. Жены этого не заметили, конечно. Там свет включился, и все, они там дальше тосты говорили, потом где-то через полчаса или 45 минут пришел свет. Вот. Потом и лампочки включились, и все, все стало на свои места. В общем, танец был на улице с лампочками, все прошло очень классно. Дождь закончился. Дождь закончился, да. А что-нибудь еще было такое запоминающееся? Так, что было? Было. А мне погодные условия, да? Погодные условия, когда больше всего мне попадались, походу, тоже на улице у нас стояла очень красивая выездная церемония, фотозона, да, она... Тоже Бергенша? Бергента, ага. И там, получается, вот оформители поставили фотозону, она была вся из коробочной, стендовой. Ага, там не арочка, а прям вот такая сплошная, и из-за того, что играл ветер, он у нас вот так туда-сюда покачивался просто, а у нас через минут 20 должна была быть выездная церемония, то есть молодожены уже едут с города, мы там собираем гостей, лепесток тарбутан трагатары, и вот, и, короче, жестко ветер подул, и половина этой фотозоны вот так упала, короче. Вообще вот так наполовину. Наполовину, да. Шок там все, хана. И там тамада побежала, я побежала, еще кто-то побежал, и вот все вместе вот это поставили. Она очень красивая фотозона была. И мы его там впятером держали, и он у нас шатался. Короче, туга гвоздига барам хал, и его, короче, там оформитель, будто там, я его все позвала, шуруповерта, это все вот быстро. А они уже приближаются, короче, потом уже чик-чик-чик поставили, и как будто ничего не было, реально, там, еще веревочку что-то затянули, все, выездная церемония прошла очень хорошо. Успели все? Да, успели, да, но это было прям в моменте, было очень страшно. Типа, манакальбиттер, манактурарим, да, ужас. Вот, я вот это запомнила. Повезло. Что самое сложное в работе организатора? Что самое сложное? Для тебя? Так, что самое сложное? Я даже не знаю. Все легко? Не легко. Это просто в кайф. В
моменте организации, именно вот перед свадьбой есть вот эти вот полгода, да? Вот эти полгода, ну, как я это ощущаю? Вот ты полгода готовишься, да, с молодоженами. У каждого молодожена своя концепция, своя история, вообще все разные. Ага. И ты, получается, вот распыляешься вот в эти 10 пар, например, да? Ага, ты с ними готовишься, вот все по крупицам собираешь, долго, и все в один день заканчивается вот так, быстро. И, ну, не знаю, у нас такая работа оказывается. Ты готовишь, и в один день, и какая-то пустота остается. Типа, а что дальше? Я не в курсе. Ну, у меня вот такое есть. Остается пустота, потому что вот с молодоженами мы все равно на дружеской ноте все равно разговариваем. Ну, если мы после свадьбы видимся, например, в городе, да, мы все равно останавливаемся и разговариваем. Как дела? Там, родили? Нет? Там, куда съездили? Вот все равно как давние аймахи мы очень можем разговаривать. Да, много где видимся. У нас же Якутск маленький. Вот. В этом году был организован юбилейный СФ Алмаз-Эргенбанка. Да. Как организовали, как все прошло? Так, Алмаз-Эргенбанк. Ну, это был наш первый крупный заказ, так скажем, потому что мы до этого работали со свадьбами, да, вот с частными организациями. И получается, когда мне написала вот Катя, работник Алмаз-Эргенбанка, я вообще удивилась сперва, все равно был немножко шок, но потом я приняла ситуацию, потому что, а почему я не могу, да, почему моя команда это не сможет победить, поэтому мы согласились, и где-то в течение 2 месяцев мы организовывали, ну, у них у самих очень крутой коллектив. Ага, вот ты, например, предлагаешь какую-то идею, они его сразу схватывают. Ага, они прям такие вот современные, вот это вот все тренды знают, и поэтому, когда ты предлагаешь, они так налегке все воспринимают. И получается, ну, у нас очень было много встреч, много изменений, конечно же, но изначально у нас была идея сделать не просто традиционный эсэх, а именно эсэх в формате фестиваля. Вот, получается, на площадке вот, Ортодойду у нас действовало 5 площадок, и даже 7 площадок, да, там чил-зона, фудкорт, там зона искусства, зона креатива, вот так вот мы все разделили, все было там с вывесками, и ну вот им хотелось именно, чтобы было не по традиционному. Ага, вот. И вот один день пролетел вообще незаметно, так, быстро. А там несколько дней было? Нет, один день был. Ага, один день. Получается, вот на этом эсэхе было где-то 400-500, что ли, гостей. Вот там много было. Да. Но все не в одном месте так сосредотачивались, все вот так по разным площадкам были. Ага. В общем, главная задача была их занять, ну, то есть, да, их развлекать по ладе. Мне кажется, это у нас получилось, потому что вот в конце мероприятия вот подходили, благодарили, спасибо, вот, мою команду благодарили, в общем, так. Да, это, ну, был очень крутой опыт, я это буду всегда помнить, и уже в дальнейшем мы будем брать такие заказы. Самое тематическое мероприятие, которое ты организовал? Самое тематическое, вот мы в этом году должны сделать свадьбу в эльфийском стиле. На этой неделе, которая должна пройти? Да, на этой неделе. Да. Мы там, кстати, вместе работаем, да. И получается, вот молодожены сами такие молодые, невеста очень такая сказочная, красивая девушка, и когда она сказала, что она хочет свадьбу именно в эльфийском стиле, я такая подумала, блин, точно, типа по лицу сразу было видно, ага. И она так рассказывала именно про свой наряд, да, там уши, вот эти вот прическа, платье, я же все сразу представила, и получается у них будет очень крутое оформление, тоже в сказочном стиле. Мне очень интересно, как сделают. Мне тоже очень интересно. Да, кстати, оформители — это агентство 777, очень крутые ребята. И, ну, они очень готовятся тоже, я с ними виделась, там макеты посмотрела, там вообще вау. Мы прям должны снять это оформление вот с молодоженами. И получается, ну, у них весь свадебный день должен, ну вот,
идти под эту тематику. Да, мы должны постараться от этой тематики не уходить. Вот сборы невесты, да, фотопрогулка, это все будет в эльфийском стиле. Как думаешь, почему в Якутске в основном все организаторы, вот, например, ну и не только в Якутске, в основном все девушки, и нет вообще мужчин? Кстати, да, я тоже это заметила. Ага. Почему же все девушки день коровня? Но мое наблюдение чисто, да, это чисто психология, мне кажется, потому что девушки, женщины, они умеют думать сразу 10 задач, например. У нас мозг так устроен, мне кажется, у нас очень много задач же сразу одновременно. Ты там, грубо говоря, должен приготовить еду, должен убраться за ребенком, должен собрать рюкзак, вот это вот все у нас параллельно происходит. Ну, лично у меня вот так. У меня там все запланировано, я все четко следую по своему графику, по плану, у меня есть специальный дневник, да, и поэтому, мне кажется, это и способствует тому, что мы работаем организаторами. А именно мужчин-организаторов я не видела, потому что мужчины немножко думают, как сказать, на самом деле это хорошее качество, как мужчины работают, да, в своем направлении думают и делают свою работу хорошо. То есть они не распыляются, да, они могут вот в одном направлении смотреть и делать это дело. Ну, поэтому у мужчин лучше всего получается быть поваром, да, ну, реально же, там есть крутые мужчины-модельеры, например, есть, да, альбах палади профессия, да, ну, именно вот многозадачность, мне кажется, хорошо получается у женщин, да, это вот генетически как-то заложено, что ли. У меня лично так. Чем Саин отличается от других агентств? Чем Саин отличается? Чем отличается? Ну, мне кажется, как я чувствую, ну, отличается, конечно, своими специалистами, людьми, и у нас больше проходят такие... Ну, мы любим брать более душевные праздники, да, более душевные, якутские, там что-то со своей историей, и мы делаем уклон на на современный лад. Вообще работа организатора для тебя это творчество или бизнес? Это два в одном, мне кажется, и творчество, и бизнес. Ну да, ну... Чисто творчество один КНПХ, конечно, да, потому что творчество, искусство для меня это все равно все-таки работать там в театре, да, ставить какие-то вот театрализованные концерты, да, вот где есть идея и тема. Вот свадьба это, ну, это как бы коктейль, мне кажется. Да, это творчество и бизнес, и нетворкинг, это очень много, там очень много разных направлений. А что тебя бесит в этой работе? Бесит-то? Или кто бесит? Ну, организатор все-таки всех контролирует по лагоде, всех контролирует, чтобы все работали четко, по времени. Меня бесит непунктуальность людей. Да, там, когда не отвечают, когда игнорят, или там, когда в последний момент отказывают, вот это непунктуальность и неответственность. Вот все. Ага. А кто это по имени? Точно не ты. Недавно вы ездили на съемки фильма. Какого фильма? И что ты там вообще делаешь? Ну, в прошлом году, ну, в общем, начнем с того, что мир кино я вообще обожаю, да, как бы с детства я вообще киноман, все фильмы пересмотрела, и мне всегда вот хотелось работать в кино, да, и получается, ну, у меня направление совсем другое в искусстве, да, режиссура праздников, праздники — это все равно чуть-чуть в сторону театрализованных представлений, спортивных мероприятий, вот это вот все там. А именно мир кино, он немножко все равно в другом направлении, и мир кино для меня оказался чем-то вот таким недосягаемым, волшебным, неразгаданным, и мне всегда хотелось узнать, как же работать на площадке. Вот. Чисто мне это хотелось узнать, реально. Это чистое любопытство, да? Человек должен быть любопытным по жизни все равно. И получается, в прошлом году я обучилась
на мастер-классах у Анастасии Питель, это второй режиссер в кино. Так и назывался мастер-класс «Второй режиссер в кино», да. И это были очень интересные уроки. Да, она вот именно вот внутрянку все рассказывала, показывала, вот как делать вот эти вот все документы, там, как все собирать, как разговаривать там с актерами, с командой, вот это вот все она обучала. И получается, уже после этого обучения, где-то через месяц я уже работала на съемках короткометражного фильма. Это был короткометражный фильм «Вахтовик». Его снимали, получается, вот кинокомпания «Сахафильм» и вот приезжие московские. Там оператор был, продюсер был, в общем, это был коллаб с московскими. И это было тем более интересно, да, знакомиться с новыми людьми. Все вот именно горели своей профессией. Я как люблю это говорить, это все пираты свободного плавания, короче. Все вот, у всех горят глаза, вот. За это вообще получать копейки, реально. Это там вообще денег нет, честно. Это все люди, вот, как сказать, обожающие это дело вообще, да, и мне вот это вот нравится, наблюдать, чувствовать это, да, и получается, вот на этом фильме работала, потом после этого зимой начала работать вот над полнометражным фильмом, да, это полнометражный фильм Эдуарда Новикова «На краю света», его выход планируется в 2025 году, и съемки у нас начались вот летом. Вот ты там была, да? Да, это вот несколько смен было, пока вот как начало. Знакомство с площадкой, знакомство с командой. И мы снимали в Чурапчинском Лусе. Вот. У нас впереди очень много смен. А в какой ты роли там? Как второй режиссер? Я там в роли, да, второго режиссера, помощника режиссера. Нас там два вторых режиссера. Потому что это все-таки мой первый проект «Паллади», на котором я работаю. Первый полнометражный фильм, поэтому я, понимая свои ресурсы и знания, все равно хотела, чтобы был человек, который тоже более опытный. И мы как бы с ним скооперировались и работаем сообща. Вот так круто. А на открытии Якутского международного кинофестиваля в Якутске вот в этом году, что ты там делала в платье, там ходила? Так, я в платье ходила. Я просто люблю в платье ходить. В вечернем таком шикарном. Именно на этом фестивале я была СММщиком. Да. У меня очень много, оказывается, направлений. Человек-оркестр. Я там была СММщиком. Вообще вот именно с киношниками я уже работаю давно, оказывается. Да. Именно на мероприятие они зовут. Какой-то там фестиваль, Саина, давай, типа, веди страничку, например, да. И вот, получается, ЯМКФ, я там впервые работала. И почему я была в платье на красной дорожке? Потому что я брала интервью. Там же голливудка, там, Оскар Гейнтер, типа в красивых платьях, и типа спрашивает, как дела, how are you doing, вот это вот все. Я была типа такой, как сказать, интервьюершей, что ли. Я подумала, актрисой, что ли, стала. Суран актриса Лаутию, да? Не, просто я, как сказать, если я берусь за дело, я делаю это на максимум. То есть я как всегда при параде. Я всегда при параде, даже если мне плохо. Это мой девиз, да. Круто. А ты считаешь себя блогером? Честно? Нет. Ты же все равно... Веду блог. Да. Но блогер для меня человек — это вообще жестко трудяга, потому что, блогер — это, мне кажется, плюс 10 тысяч подписчиков должно быть свыше, то есть, да, свыше. И они должны каждый день вещать, каждый день там по посту, по 3 поста, по 20 сторизов, да. Я так не могу. Амада Болбутанин, у меня столько энергии нету, я и так, у меня очень много задач все равно по работе, по жизни, поэтому, я делаю это по душе. То есть, если мне хочется делиться, я делюсь, например. Типа вот произошло какое-то событие, вау, типа вот это вот расскажу, покажу. А если там ничего не происходит, там я могу уйти в затишье, и этого никто не заметит. Как-то так. Поэтому я не считаю себя блогером. А чем-нибудь помогло бизнесу вот
Конечно. Чем? Ну, просмотрами. Это как, бесплатная площадка, да, для рекламы. Ну да, это помогло, мне кажется. Ага. Все равно были люди, как сказать, хотят работать с людьми, у которых открытая страница, там, ты видишь какой-то человек, да, лицо видишь, там, семья, быт, там, работа, и можешь доверять, например. Ну, я так думаю, да. Заказчики тоже так анализируют, смотрят и выбирают меня. Мне кажется, так. Что тебя вдохновляет работать в творчестве? Что меня вдохновляет-то? Источник твоего вдохновения. Ну, прям такое вдохновение. Я сама вдохновение. Мной двигает любовь, мне кажется. Я сама обожаю этим заниматься, и мне как бы большого вдохновения не нужно, потому что я уже в ней нахожусь. То есть мне нравится все, что я делаю, с чем я дышу. Ты вдохновляешься собой. Собой, на потах, конечно. Но я с детства все равно вот в мире творчества, искусства росла, поэтому для меня это как будто норма. Вот ты говоришь с детства, то, что росла в творческой сфере, и вот у тебя даже подруги все твои, тоже четверка твоя великолепная, тоже творческие люди, Сардана, вот танцы, да? Саина с тобой работает. Даяна блогер, да? Вот. Риэлтор она. Риэлтор. И вот с детства прям вместе, да? Да, с детства. И до сих пор дружите? Но мы дружим со 2 класса, мы уже вместе 20 лет. Это уже семейные отношения, это даже не дружеские, мне кажется. Мы как сестры, да. Тут даже добавить нечего. Нет, я имела в виду, росла в творчестве, где у меня семья творческая, поэтому. Да? Ага, да. Расскажи. Пару слов-то. Ну, получается, мои родители работают в сфере искусства. Мама работает режиссером в театре оперы и балета. Папа является режиссером кино. В Сахафильме работает. Бабушка является заслуженной артисткой Российской Федерации, оперная певица. Сестра скрипачка, работает в филармонии, и зять тоже работает в филармонии. Мой младший брат является пианистом. Ну, в общем, да, у нас очень интересная, классная семья, на самом деле, да, с нами весело. Очень интересно. Да, и для нас это, как обыденность. Если там, конечно, другие удивляются, типа, как это вы все, да, в творчестве, в искусстве, как так получилось? И я с детства уже знала, что я буду работать в сфере искусства. Я это знала, просто так родилась. И поэтому, когда я закончила школу, сразу вот пошла в колледж культуры. Вот. Но я вообще обожаю свою семью, люблю всем сердцем, уважаю, ценю. И когда мы собираемся все вместе, например, да, там у бабушки на даче, у нас очень шумно, короче. Ну, типа, там кто-то играет на пианино, кто-то танцует, поет, вот это вот, как в кино, короче, да, с нами очень весело. Вот. Круто. А дочка тоже творчество? Да, моя дочка любит рисовать, в этом году поступила в детскую художественную школу, да, надеюсь, будем хорошо учиться, да, но она очень классно рисует, да, я сама фанат своей дочери. И ты хочешь, чтобы она стала творческим человеком? Не то, чтобы я хочу, да, это она сама хочет. Ну, как сказать, хочет? Ну, человек вот живет и постоянно рисует. Типа вот сидит, она достает планшет и начинает рисовать. Или там она сидит и начинает рисовать. Просто так, реально. Или там идет в гости, и она сидит, рисует. Да, любая свободная минута, она что-то делает, короче. И долго-долго так сидит. Она очень усидчивая, спокойная, домашняя, любит больше сидеть дома. Вот. И я смотрю ее работы, показывает. Иногда показывает, иногда стесняется, но ее работа вообще как взрослый человек рисует, да. Я так не умею рисовать. А вот про подруг, в чем секрет вашей такой долгой дружбы? В чем секрет? На самом деле никакого секрета нет, потому что мы просто уже с самого начала, мне кажется, начали,
Это чистое понимание было. Ага, мы понимали друг друга с полуслова, и вот когда вот мы росли, да, то есть прошли школьное время, студенческое время, да, вот взрослое, взросление, мы все это прошли вместе. И огонь, и воду, все вместе прошли. И мне кажется, все очень просто. Мы доверяем и любим друг друга. Вот. А почему все вот занимаются таким творческим направлением? Это прям со школы было так, да? Ну, в школе, да. Ну, кстати, да, в школе мы любили танцевать, там, выступать на разных мероприятиях. Вот, например, вот Сардана всегда танцевала, она уже со школы танцевала, ходила в кружки, да, вот ставила танцы. Саяна тоже была танцовщицей, тоже ставила номера, там целые. Типа вот стоит класс 30 человек, она ими управляла и ставила танец, например, на Новый год. Мы это вспоминаем сейчас, мы думаем, нифига ты крутая. Да, Даяна тоже очень творческий человек, у нее больше такая эстетика, она очень классно одевается, и мне кажется, это все равно творческий вкус. Творческий говорю, эстетический вкус, да. И я, ну вот, тоже была такой же. Ну вот, мы реально спелись, как будто уже со школы, уже, да, не расстаемся до сих пор. Вот. Ну, сейчас все работают в Биртохпуладе. Но мы с Сарданой именно в творческой сфере. У Сарданы своя школа танцев, Якутиян Дэнс-центр. У нее несколько преподавателей, тренеров, очень много групп, там 1000 учениц у нее, и как бы, ну, она на своем месте, это точно, я очень радуюсь за нее, и мы с ней все равно, ну, до сих пор работаем вместе. Ну, то есть свадебные танцы тоже она ставит. Мы у нее ставили вот так. Ну вот, да, и да. дочка вот недавно у нее в лагере там была. Да, ну вот, мы так друг другу помогаем, да, с заказами и так далее. Вот. И в каком из этих всех направлений ты больше всего зарабатываешь? Направление работы? В свадебной. Да. Сколько? Что сколько в месяц-то? Не скажу, да. Ну так, нормально, хватает. Хватает, да? Да. На маму с дочкой хватает. Помимо всех своих вот направлений, то, что ты говорила, делал, чем ты еще занимаешься? Ты бегаешь, там, на марафонах участвуешь, да? Про это хобби, да? Ну, бегаю, слишком громко сказано. Я, люблю бегать, да, и там, я вот участвовала на марафоне, на забеге РФ, это было 2 года назад, по-моему, 10 километров бежала. Это была чисто победа над собой. Мне было просто интересно, на что способен мой организм. На самом деле я очень ленивый человек, ну, домашний, люблю лежать на диване, смотреть сериалы, да, более не пассивный, но мне хотелось вот добавить именно какой-то активности, вот попробовать, да, поэтому вот я начала бегать, и как бы, ну, это классно. Это вообще ничего плохого, да, ничего плохого от этого нету. И в этом году тоже участвовала на забеге, вот в Скинтай. Бегущая Лена, да, бегущая Лена Гасюрбютю, тоже очень клево. Но вот летом, как показывает практика, это все стопорится, потому что, да, летом очень много заказов, да, помимо этого хочешь параллельно отдохнуть с семьей, вот это вот все накладывается, и я просто не успеваю на себя тратить время, Но осенью опять начну, да. В тренажерку хочу записаться. Какие планы у Саин на будущее? Ну, я хочу, чтобы мое агентство стало одним из самых лучших в Якутии. И напоследок передашь пожелания своим заказчикам? Желаю своим заказчикам не беспокоиться, потому что мы все организуем и сделаем на высшем уровне. С вами была Саина. Спасибо большое, Саина, за интересный разговор, за то, что пришла сюда. Тебе спасибо за приглашение. Желаю тебе удачи и еще раз с днем рождения. Спасибо.